Это такой прикол диктаторских стран. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за что должны платить штрафы таджики. Да это ни в одной нормальной стране мира такого нет. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всего самого важного. Жители Таджикистана в 2021 году за нарушение норм госязыка выплатили штрафов на сумму более 48,5 тысяч самани. Об этом на пресс-конференции в Душанбе сообщил глава комитета языка и терминологии Алимджон Мухаммаджанзода. По словам главы ведомства, в прошедшем году со стороны судебных органов рассмотрено 57 административных дел. Все они касаются фактов нарушения норм государственного языка. Кроме того, комитет рассмотрел свыше 1000 заявлений по вопросам присвоения имен детям и изменений имен. Их было меньше, чем в 2020 году. Из них 74 документа со стороны представителей национальных меньшинств. Мухаммаджанзода рассказал, что после экспертизы одобрено свыше 500 заявлений. При этом почти столько же получили отказ. Напомним, что еще в 2015 году Комитет по языку и терминологии подготовил единый реестр таджикских имен, а в 2017 он был выпущен. Согласно нему, родители смогут выбирать новорожденным понравившиеся имена, но только со списка. Как вы относитесь к тому, что вы не можете дать ребенку имя, которое вам нравится, даже если его нет в списке? Как вы думаете, это правильно? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В реестр включено более 3000 национальных имен с вариантами их написания на таджикском, русском и английском языках. При этом список ежегодно обновляется. Сотрудники ЗАГСа обязаны при записи имен новорожденных исходить из этого каталога. Правило не распространяется на представителей нацменьшинств. В виде исключения им разрешено выбирать имена для детей в соответствии со своей культурой и национальными традициями. Если родители все же хотят дать ребенку редкое и необычное имя, то им нужно получить разрешение ведомства. Нигде такого в мире нет. Люди свободны выбирать то имя своему ребенку, которое они считают нужным, и при этом не нести ни перед кем ответственность. Как вы думаете, правильно ли то, что есть в Таджикистане? Ведь это во многих странах Центральной Азии, но в Европе и в других странах такого нет. Свои ответы напишите и мнение по поводу всего этого в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!